И вот мы перешли к вокальным номерам нашего концерта. Вновь Италия, и вновь один из композиторов, которого многие считают также веристом, то есть изображающим жизненную правду. Джакомо Пуччини, опера «Богема». Сцены из жизни богемы по пьесе Мюрже были весьма популярны в конце XIX века. И вот Пуччини обращается к этому сюжету, пишет оперу о бедных, нищих французских студентах, которые живут в мансарде, снимая самое дешевое жилье, которое можно было бы найти в Париже в те годы. Мансарда неотапливаемая, им холодно, денег на дрова у них нет, и художник Марсель вынужден сжигать в печке свою картину, которая чадит красками, а поэт Рудольф кидает в огонь свою пьесу, чтобы как-то согреться. И вот приходит к нему соседка, молодая и скромная девушка Мими, которая потеряла ключ. Да, мы знаем, что Рудольф тут же нашел этот ключ, спрятал его к себе в карман, и дальше они вдвоем долго этот ключ искали. Так возникла любовь. Итак, Пуччини. Рассказ Мими из оперы «Богема». Солистка Демрак Манбуш. Sì.
начало, чьи грусты смутно отгадал. Я тот, чей взор надежду губит, едва надежда расцветет. Я тот, кого никто не любит, и все живущие клянет.
Симфонический оркестр Республики Тува. Гордость республики. Уважаемые друзья, спасибо вам большое. Это подарок от нашей поклонницы Веры Николаевны Лапшаковой. Здесь у нас такая красивая женщина, которая главная по делам национальности. Сегодня день единения. Вы какой национальности? Все спрашивают. Ну, по моему имени и фамилии однозначно точно можно понять, что русским я являюсь в последнюю очередь, наверное. Вот. А поскольку татарские корни во мне тоже есть, то это нас сближает. Все равно не говорит, мы не смогли выяснить, какой национальность. Мы 4 дня здесь работали, разговаривали, очень много, общались много. Он общался с оркестром очень много. Отработал как мастер, как преподаватель с вокалистами нашими. Видите, какие у нас вокалисты?
это солистка филармонии. Уважаемые друзья, знаете, это наш Тельгер. Солистка филармонии Эльвира. Запомните. Софья, Лена, Тамарак. И еще у нас еще два солиста есть. Ну, следующий концерт. Отработали солистами, это значит, в классах специально работали, потом Алим Анварович отработал с нашими дирижерами. Заложил в них основу, базу симфонического дирижирования. Я знаю, что он умеет заражать людей. Просто искоркой. И, конечно же, он отработал со струнной группой, с виолончелями, со струнной группой, потом с духовиками. 4 дня, по 2 вызова, по 3 часа. Большая работа была проделана, потом отдельные мастер-классы по часу отработал. Мы, конечно, очень благодарны ему за то, что он нашел в своем сумасшедшем графике. Он знал, что зимой приедет, он выспится здесь, но не получилось выспаться, потому что работы было слишком много, эмоций было, хватало у всех. У нас тут взрывались бомбы, истерики были, всякое было, но самое странное, состоялся концерт. Я думаю, теперь это, конечно, очень важно, нам надо знать, нам, самим филармоническим работникам, и, конечно, нам, публике, надо знать. Вообще, мы знаем, что есть Прага, вы там живете, там. Мы знаем, что есть Ленинград, что есть Санкт-Петербург. Есть там филармония, оркестры. Мы знаем, что есть Новосибирск, камерный оркестр, академический оркестр. Знаем, что есть Москва. А есть Тува вообще? Кызыл есть? Кызыл есть, был и будет жить музыкой великих авторов прошлого и настоящего. Друзья, культура любого народа – это прежде всего в современном мире культура его отношения к академической музыке. И я рад, что сегодня вот столько нас здесь в зале. Я уверен, что дальнейшие наши встречи, а они, безусловно, будут проходить в такой же теплой, дружественной атмосфере, и вы будете постигать то, что и является зерном и основой подлинно национальной культуры любого народа. Тут в отрыве от культуры академической. Поэтому как только академическая культура выставляется визитной карточкой тувинского, татарского, монгольского, китайского, любого народа, то и национальная культура этого народа считается международно признанной. Вот это очень важный факт. Мы должны сегодня это понимать и признавать. В этом есть и художественный, и, опять же, политический смысл. Это очень-очень нам важно.